Конфликт на таджикско-кыргызской границе, последние данные по пострадавшим и погибшим с двух сторон. По состоянию на утро 30 апреля в городе Исфара и Бабаджонга в Уровском районе Согда в ходе боестолкновений пострадали более 90 граждан Таджикистана, около 10 погибших с таджикской стороны. Такие данные приводят источники Asia Plus. Официальных данных по погибшим и пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на границе пока власти Таджикистана не приводят. Тем временем, по данным Минздрава Кыргызстана, на 7 часов 50 минут сегодняшнего утра, по бишкекскому времени, 134 граждан этой страны получили ранения, 13 убиты в ходе боестолкновений. Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта Головной между жителями приграничных районов двух стран. Погранвойска Таджикистана заявили, что водораспределительный пункт находится в верховьях реки Исфара вблизи села Хаджая Айло-Джамаат и Чаркух, однако Кыргызская республика в одностороннем порядке оккупировала данное сооружение. Там подчеркнули, что конфликт произошел при подстрекательстве граждан Кыргызской республики во главе с председателем района Баткен Аразовым Акылбеком. Тем временем, погранслужба Кыргызстана сообщила, что конфликт возник из-за того, что на территории участка Головной водораздел таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения. Конфликт продолжился и на следующий день, 29 апреля. Позже погранвойска Таджикистана заявили, что кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским пограничникам. После этого вооруженные столкновения начались сразу на несколько участках таджикско-кыргызской границы. Вечером по инициативе кыргызской стороны прошли переговоры министров иностранных дел двух стран. Стороны отметили необходимость решить данный конфликт в дипломатическо-политическом русле. Позже в городе Исфара состоялась встреча глава КОНП Таджикистана Саймумина Етимов и полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Амурбек Саваналиев. Стороны подписали совместное заявление и договорились прекратить конфликт. В настоящее время в приграничных зонах относительно спокойно, но ситуация остается напряженной. Yani tay 19 سال مسئله عوض کردن وارو با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشته هم نمیتواند. الله خودش میداند هر شبی که من نماز تهجد میخوانم در آخر دعایم والله اگر برای این سرزمین من دعا میکنم. برادرها دعا کنید. بردم اون سعی شوید. برای انشالله دیگه حقیم نشینی نه جان تمام برای خاک تاجیکستان جان میدم انشالله غلبه میکنم انشالله غلبه ما مریم غلبه ما همه ما شهید میشه از برای دفاع زمین تاجیکستان انشالله همه کسانی که فقط بپشت فقط همه گرنیتسان زور استتون برادرها از مرگ نترستون انشالله از مرگ نترستون انشالله از مرگ نترستون انشالله خدا اگر خواهد غلبه میکنیم